Семен Захарович Борисов сыграл огромную личную роль в становлении, создании и развитии алмазодобывающей промышленности в Якутии. Он поддерживал геологов, когда начинались поиски алмазов, потому что прекрасно понимал значение этого драгоценного камня для дальнейшего социально-экономического развития республики и страны в целом. Так, в этом году исполняется 65 лет создания треста «Якуталмаз» в 1957 году. Не секрет, что в 50-е годы Министерство цветной металлургии СССР не поддерживало развитие алмазной отрасли не только в Якутии, но и в стране в целом. И зная это, Семен Захарович встретился в 1956 году с первым секретарем ЦК Никитой Сергеевичем Хрущевым и показал ему наши первые якутские алмазы, убедил его, что алмазная отрасль и промышленность в Якутии станет локомотивом и в целом бюджетообразующим отраслью для республики, для страны в целом. В 2001 году имя Семена Борисова было присвоено Тылыминской средней школы села Ломтука Мегино-Кангаласского улуса, при которой открыт музей-кабинет Семена Захаровича. Мы планово ведем работу по увековечению его имени. В рамках столетия Якутской ССР запланировано открытие музея имени Семена Захаровича Борисова. Этот алмаз будет самым центральным экспонатом музея Семена Захаровича Борисова и будет радовать всех детей, всех педагогов и жителей нашей республики. Семен Захарович Борисов сделал огромный вклад в освоение месторождений алмазов в Якутии, строительство города Мирного, алмазообогатительных фабрик и карьеров и возведении Вилюйской ГЭС, предназначенной для энергообеспечения алмазодобывающей отрасли. Семен Захарович Борисов был очень деятельным. Всегда у него рождались какие-то идеи, не только связанные с работой, с его переживанием о народном хозяйстве, как тогда говорили, но и своих каких-то бытовых вопросов. Он тоже являлся локомотивом у нас в семье. Имя Борисова Семена Захаровича было присвоено компанией «Алроса» ювелирному алмазу весом 64,5 карата в 2000 году. Иван Лазаренко, Григорий Охлопков, Якутск.